алейкум, сайхалы достар. Наша любимая, уже ставшая нашей любимой передача «Хрым татар емеклери». Ну и я здесь, ведущий ее Рустем Дервиш. Мы сегодня здесь вместе с вами собрались в нашем солнечном, наконец-то, солнечном дворе. Сегодня мы будем готовить кебаб. И вот мы когда решили приготовить в следующей передаче, кебаб, думали, что делать, я говорю, давайте кебаб. И говорят, опять кебаб. Потому что кебабов очень много. Вот начали искать происхождение слова кебаб, этимология слова кебаб, да? И мы до Вавилона, когда дошли, я остановился. Дальше уже смысла нету. Это просто жареное мясо. Вот. Сегодня мы будем готовить хазан кебаб. Смотрите, у нас же очень богатая кухня, да, и все время нам домой приходишь, а жена уже все приготовила. Но когда мы хотим получить от этого удовольствие, от приготовления еды, от вообще вот этого вот волшебства, да, когда вот все продукты превращаются в красивое, что-то вкусное, мы берем все с собой, выходим во двор, или у нас там все готово, ставим хазан, ставим оджах и начинаем отдыхать таким образом. Вот, поэтому, у нас все продукты, все есть, мы начинаем готовить. Мясо мы уже знаем, какое должно быть. Вот. Сейчас мы его нарежем. Тут хазан кебаб такое относительно несложное блюдо. Собственно говоря, я всегда это говорил, что вкусно это не обязательно сложно. Потому что вот это начинается, когда в дебри уходят, вот эта вот молекулярная кухня. Это все от лукавого. Бог придумал, говорит, создал еду, а дьявол кулинара. Поэтому нужно... Главная задача того, кто готовит, не испортить продукты. В меру своих знаний по мясу вот эти вот обычно не уберешь, когда вот жилки, они потом попадаются, и весь кусок вкусный, хороший, а потом жуешь, и кажется, что мясо плохое. Но нет, это просто мы невнимательно его почистили. Так, мы сегодня готовим хазан кебаб. Хазан кебаб, там, смотрите, с кебабами, я же уже говорил, что кебаб это просто жареное мясо. А получается, название меняется только от того, как мы его приготовили. Если, например, мы его готовим в сковородке, тава ичинде, то мы так и говорим тава кебаб. Если готовим хазан ичинде, в хазане, то так и говорим хазан кебаб. Если готовим шишин устюнде, шиш, шампур, то говорим шашлык или шиш кебаб говорим. Это что, косточка, нормально. Все, жир мы тоже нарезали, мясо нарезали, картошку я почистил заранее, чтобы вас не отвлекать такими скучными делами. Вот, и разжигаем огонь. Так, где мои спички? Вот мои спички. Так, самое главное, вот это вот, когда отжигаешь огонь, вот это начинается волшебство. Любимый мой момент. Около хазана. Огонь. Потом масло наливаешь, когда и первый кусок мяса пошел, и вот этот запах означает все, выходной день. И женщинам тоже, кстати, выходной, потому что они не готовят в этот день. Правда, им потом 2 раза больше мыть. Но это уже другая история. Так, сначала хазан немножечко помоем. Какой бы он ни был, все равно, чтобы совесть была чиста, его надо помыть. Даже слов не нужно. Смотрите, какой красивый. Я все-таки сказал. Я когда заканчиваю готовить, естественно, хазан мою. И он чистится, просто пыль там, прочее. Так, куда можно горячую воду вылить безболезненно? Вот сюда на камни, чтобы дерево не высохло.
Это у нас гранат сейчас скоро. Это он не для того, чтобы вешать кевгар и чумыч. А это я у него спросил разрешение. Он скоро зацветет у нас, сметался в этом году. Так, казан готов. Сначала у нас мы сызык сделаем. Ну, жир выплавим из курдюка. Это придает особый вкус. Сюда повешу. Все, казан чист. Первый у нас идет сызык. Ой, сызык дерем. Курдюк. Курдюк, и теперь можно добавить огня. Сейчас у нас должен этот... Сейчас за огнем, вот когда на оджахе готовите, надо за огнем следить. Потому что вот сейчас мы сызык делаем, когда нам тоже сильно большой огонь не нужен. Огонь должен быть ровный, постоянный. Сильно, если пережать, ну, сгорит нам оно нужно. Оно же, когда горит, и как бы вкус меняется. И на протяжении всей готовки нужно следить за огнем. Сильно большой огонь не нужен. Да, высокий, но умеренно высокий. Вот это закрыть, если... О, хорошо. Так, все. Сызок готов. Но кебаб, казан кебаб делается, но побольше нужно масла. Вот этого масла нам не хватит. Я сейчас добавлю растительного масла. Где-то пол-литра получилось, даже меньше. Этого масла курдючного. И я добавлю еще пол-литра растительного. Сейчас оно нагреется. Оно должно хорошенечко нагреться. И мы будем выжаривать сначала картошечку. Сейчас мы масло нагреем, мы его проверим сейчас. Оно уже должно быть горячее, чуть-чуть вот этот лучок, как обычно лучком. Да, оно горячее. Отлично. Так, это у нас вот здесь. Сюда положим. Все, картошечка пошла. Картошка фри получается. Только аккуратно. Самое главное, чтобы все, что вы ложите в раскаленное масло, было сухое. Вот это очень важно. Потому что если вода вдруг будет там, она начинает вот это шипеть, пузыриться. Готовить можно с удовольствием, но редко. Не чаще одного раза в неделю. Сейчас все женщины, ага. Так, смотрите. Сейчас мы картошку обжарим, в сторону уберем. Нам главное, чтобы она стала румяной и красивой. С красивой румяной корочкой. Поэтому нам нужна температура масла. Так, за огнем следим. Нам сильно жесткий огонь тоже не нужен. Сейчас у нас еще 30 секунд есть. Я покажу, для чего сызык нужен вообще. Не для масла. Вот так берете лепешку, вот сюда ложите сызык. Вот так. Потом лучок специально подготовленный. Отвлекаться нельзя, может картошка сгореть, но сызык того стоит. Штрих.
Все, картошечка готова. Дым прям в глаза попадает. Все. Картошку достали, накрыли. Чуть-чуть добавим огня. Не сильно. Для розжига, для регулирования пламени я использую вот тоненькие, ну, в данном случае щепки. Это сосна, но желательно веточки плодовых деревьев, потому что сосна очень много дыма дает. А для основного огня желательно вот или фруктовый, или твердых пород что-то. Вообще идеально, конечно, фруктовые. Они мало дыма дают, жара много. С ними проще работать. А вот эти вот твердые породы дерева, они долго разгораются. Но если разгорятся, потом только смотреть надо, чтобы ничего не сгорело. Так, сейчас масло еще минуту-две постоит, пусть нагреется. И мясо пойдет. Все, теперь очередь мяса. У нас мясо тут как раз нормально. С мяса тоже не должно быть с водой. Мясо должно быть сухое. Мясо ложим не все сразу. Надо дать возможность мясу обжариться со всех сторон. Равномерно должно мясо обжариться. Если мы его все сразу положим, у нас так не получится. Нам нужен вот этот эффект корочки. Запечатаем мясо со всех сторон. Вот сейчас это главная задача. А потом уже мы его будем томить где-то час-полтора. Ну, посмотрим в зависимости от готовности. Сейчас мы его свободно, эту партию, обжарим, отложим в сторону, потом следующую партию. Специально обученный человек, у нас, как всегда, чашку. У меня здесь микрофон есть, я туда говорю, и мне приносят, что надо. Вот так можно готовить, да? Вот сейчас все женщины скажут, а у нас нету такого микрофона. А у нас есть. О-о-о. Так, это мясо у нас готово. Сейчас следующее кинем. Мясо мы взяли в Алеме. Есть такой мясной бутик Алем у нас в Симферополе, Ахмечте. Я у них почему беру мясо? Потому что в любом деле должны работать профессионалы. К ним приходишь, у них, во-первых, чисто. С этого начнем. Чисто. Ребята подготовлены, аккуратно одеты, вежливые. Вызывают сразу положительные эмоции. И они мясо не просто так разрезали, разложили. Нет, там все подготовлено по сортам. Сегодня погода прямо на меня все дует. Вот, то есть, если вы хотите взять вкусный, хороший кусочек мяса, приходите к ним, и не нужно вам ничего придумывать. Вы просто говорите, для чего вам нужно, плов ли это, хазан кебаб ли это. И вам специалисты просто порекомендуют, что нужно брать. Там не обязательно мясо, там и колбасы есть, и сыры, там, ну, большой выбор, соленья. И самое интересное и приятное, что по промокоду Хараденис Продакшн вы получаете 10% до конца апреля. Интересно, сколько раз можно ходить туда? Каждый день в апреле можно ходить? Это вопрос, кто эту акцию начал. Да, мне сообщают, что ходить можно каждый день. Каждый день. Утром и вечером. И 10% скидка. Представляете, какая экономия? Так, остыло, смотрите. Ну ничего, у нас есть дровишки, мы подкидываем. Вот такие мелкие надо подкидывать, они быстро поднимут температуру. Так, все, вторая партия мяса тоже готова.
Я первую партию, она там красная такая, потому что я ее сдобрил нашими приправами. И эту тоже партию. У нас есть паприка для вкуса и красоты. Кориандр зра, уже измолотая, перемешанная. У нас есть соль. И у нас есть Харабибер продакшн. Ой. Почему продакшн? А Харабибер же был уже у нас кто-то. Какая-то передача была у нас Харабибер. Я уже забыл, что это такое. Так, есть. Харабибер есть. Черный перец. Если кто-то будет спрашивать там. Все, это есть. Теперь мы все масло забираем. Оно нам уже не нужно. Так, масло мы вот сюда пока выльем. Так, все, масло убрали. Чуть-чуть осталось. Дерево потерпит сегодня. Масло я в стороночку уберу. Так, теперь у нас мясо идет обратно. Сейчас, ох, как пахнет вот это вот. Мясо идет обратно. Мы его укладываем. Можно прямо вот так. О, красиво. Картошка. Картошку и сверху сейчас посолим. Картошечка сверху. Все вот так горочкой. Сейчас только картошку я не солил. Картошку солим аккуратненько. Есть. Приправы. Паприка. Очень мне запах и цвет паприки нравится вообще. Есть. Теперь надо немножечко воды, для того, чтобы у нас пар образовался. И в этом пару мы когда... Так, это вода. А то там у меня еще и масло было. Грамм, я не знаю, 100 для пара. Подготовленный такой табах. Накрываем плотненько. Так, ну этого мало. У нас еще есть такой чанах. Накрываем. Все, чтобы пар не уходил. И целый час мы сейчас будем ждать. Ну не просто сидеть и ждать, бездельничать. У нас же мы еще кофе сегодня не пили. Мы сейчас кофе попьем. Так, ну я вот эти края сейчас обязательно закрою. Огонь надо еще. Обязательно, вот смотрите, чтобы у нас там ничего не сгорело, нужно огонь сделать, убрать лишний огонь. Вот этот, который горит, он нам здесь и не нужен, собственно говоря. Просто ровный жар должен быть, а лишний мы уберем. Лишний мы пока вот сюда уберем. Сейчас я с ним разберусь. Который горит нам не нужен. На медленном огне. Вроде пар не выходит, но я на всякий случай перестрахуюсь. Мне нужно, чтобы он был плотно запечатанный, и чтобы в пару вот это мясо и картошка созрели. Картошка же у нас и мясо только сверху такие запечатанные и красивые, а внутри оно все сырое. И поэтому мы должны сейчас создать там такую для них приятную атмосферу, и чтобы пар наш не уходил. Так, без фанатизма. Такие есть нюансы у каждого повара. Я же с недавнего времени тоже повар. Поэтому... Вообще я повар говорю, вы смотрите аккуратно, там все уже забывают, что я вообще-то медник. Повар это так. Это удовольствие. А медник это
еще больше удовольствия. Видите, пар выходит? Он у нас не должен выходить. Или это дым был? Все, время пошло. Угу. Пока у нас есть несколько минут до открытия Хазана, я надеюсь, что там надеюсь, у нас там все нормально. Водички мы налили. И сейчас, если мы заглянем туда, проникнем камерой вовнутрь, там мясо томится в клубах пара и под высокой температурой. Я хотел, смотрите, вот это у нас Эвлия Челеби. И он пишет о хазанах. Мы же как бы совсем мало знаем, не интересуемся то, что было раньше. Ну, не все. Вот. А о хазанах он пишет интересную тему, что вещь, что в Крыму, оказывается, было так, неплохо развито производство чугунной посуды, железной посуды, чугунной посуды. Сырье добывали на Чатырдахе. То есть всегда спрашивают, а где в Крыму там? Ну, у меня про медь всегда спрашивают. Я говорю, что я по интернету покупаю. А вот Эвлия Челеби писал про татарскую деревню, в которой лили вот такие хазаны чугунные. Это была большая татарская деревня, в 500 домов, пишет он. В этой деревне делают литые железные казаны. Это столь вместительные казаны, в них помещается 1-2 быка. А руда для них добывается в Крыму на Чатырдахе. Это, говорит, пишет он, образцовые, достойные внимания рудники. Интересно, да? На Чатырдахе, оказывается, руду добывали. Но это про чугунные хазаны. А еще же масса было всяких хазанов, которые делали из меди в том числе. Я же медник. И хазаны различались, вот если, предположим, хазан был без ручек, это его называли таш-хазаны. А были еще хазаны вот с такой ручкой посередине, асма-хазан. И сегодня у нас сохранилось вот в речи, когда говорят там, например, если на крымско-татарском языке скажут там «поставь кастрюлю на огонь», да? У нас скажут «ас-хазаны», то есть повесь хазан. Повесь хазан еще осталось с тех времен, когда хазан вешали в очаге на крюк, вот за эту ручку. Это про медные хазаны. Угу. Кофе хорошо идет на улице. Так, ну у нас уже время подходит. Значит, сейчас нам нужна большая тарелка или блюдо, большое блюдо. Сейчас мы найдем большое блюдо от Эльдара Гусенова. Или Скибина Гусенова, скорее всего. И выложим все на это блюдо. Но для этого нам нужно подготовить немножечко лучок. Я сейчас нарежу. Красиво мясо уложим. Сверху картошечка, лук. Я думаю, что будет все вкусно. Я надеюсь. Ну, как бы мы все сделали правильно. Поэтому сейчас мы посмотрим, чего мы стоим. Я лук колечками вот так нарежу. Вот это лишнее. Чтобы он красиво украсил наше блюдо. Как можно мясо без лука кушать? Единственная проблема, он такой плоский. Почему он такой плоский? А кто знает, почему ялтинский лук такой формы? Короче, лучок я приготовил. Это у нас для украшения. Доска была хорошо промыта. Все. И теперь самое интересное начинается. Волнительный момент. Поставим, чтобы не дымило. Я все-таки потом вот это намочил все, чтобы пар не выходил наш лишний. Надеюсь, все было сделано правильно. Так, у меня двойная защита здесь. Двойная защита. Чтобы наш пар не убежал. О! Вот это я понимаю. На вид очень красиво получилось. Теперь самое интересное. Смотрите, сколько мяса дало воды. Теперь самое интересное. Проварилось ли оно хорошенько. Вот это вот. Что-то много воды осталось у нас тут. Я себе чуть-чуть сейчас положу. Самое главное, картошку не намочить.
Так, аккуратненько вот это берем. И потом мы его опять накроем, чтобы оно не остыло. Потому что, ух ты, картошка мягкая-мягкая. Вот так я сделаю. Это сейчас опять накрою. Так. Чисто для себя попробовать. Так, итак, самый ответственный момент. Сейчас мы попробуем вот, что у нас тут получилось. Лучок сверху вот так ложим. Вот так. Самое главное, чтобы мясо у нас, за картошку-то я уверен. О, мясо вообще просто... Режется идеально. Вот я поэтому в Алеме беру мясо. От дома у нас недалеко, раз дорогу перешел. Какой запах. Сам себе поражаюсь. Бомба. Еще картошку. Она у нас должна была получиться внутри мягкая, а снаружи такая корочка вкусная. Короче говоря, пока не остыло, за спиной оператора много людей, которые на меня смотрят вопросительно. Когда же я закончу, и мы все это вместе попробуем. Все нормально, мы долго я не буду разговаривать, а просто скажу, что у нас, еще раз, не устаю я об этом говорить, что у нас очень богатая кухня. Можно месяц 10 передач снимать, и все будут разные блюда. Я очень доволен сегодня, как у меня получилось, сам от себя, честно говоря, не ожидал, поэтому готовьте вместе с нами, пишите нам, рассказывайте. Аштат Лоусон.